В столице республики состоялся круглый стол на тему «Российско-абхазское стратегическое партнерство и евразийская интеграция». Он был организован Абхазским агентством Черноморско-Кавказского развития. Эксперты и политики высказывали свое мнение в вызовах и перспективах по этому вопросу. Основной доклад на тему «Черноморско-Кавказский регион и евразийская интеграция» подготовила директор Абхазского агентства Черноморско-Кавказского развития политолог Лейла Тани. Российско-абхазское стратегическое партнерство – это ключевой вектор, стратегический вектор абхазской внешней политики, и он сформировался задолго до признания со стороны России в 2008 году. И в этом смысле нет, в общем-то, никаких опасений в плане того, что есть серьезные проблемы в развитии российско-абхазского партнерства. Напротив, чем дальше оно развивается, тем больше перспектив открывается, по крайней мере для маленькой Абхазии. И здесь, мне кажется, очень важен такой момент, что несмотря на такую явную весовую асимметрию Абхазии и России, мы можем действительно видеть, что это равноправное партнерство. И мы это видим и по дискуссии, по диалогу, который осуществляется между Россией и Абхазией. И это на самом деле очень большая редкость в сегодняшнем мире, в современном, когда в основном отношения значимых международных игроков, к примеру, такого уровня, как Россия, строятся со своими младшими, так сказать, партнерами как раз совершенно на других принципах. В этом контексте, конечно, российско-абхазское партнерство является очень позитивным примером. Что касается вообще определения задач партнерства, мне кажется, что на данном этапе мы можем говорить о том, что партнерство основано на учете взаимных интересов, как со стороны Абхазии, так и со стороны России. И если для Абхазии это в первую очередь национальный интерес, заключающийся в укреплении и развитии государственного суверенитета, в получении международного широкого признания, в превращении Абхазии в самодостаточное, экономически эффективное государство, то со стороны России мы также можем говорить о том, что основной интерес России в формате данного стратегического партнерства – это, во-первых, определение параметров обеспечения безопасности как Абхазии, так и России на южных границах России, но и также более широкий контекст, который характеризует Россию как глобального игрока, это обеспечение региональной безопасности в Черноморско-Кавказском регионе. И в этом смысле мы могли бы отметить, что в принципе то, что касается интересов Абхазии, то все они озвучены и в концепции внешнеполитической Российской Федерации, где прямо написано, что именно приоритет в отношениях с Абхазией для Российской Федерации заключается в поддержке этих независимых государств, в продвижении международного признания. И как мы видим, абсолютно совпадают интересы и ориентиры российско-абхазского стратегического партнерства. Но на данном этапе, мне кажется, особый интерес представляет также определение общих угроз. Не только общих перспектив, но и общих угроз. И совершенно очевидно, что такой общей угрозой и для России, и для Абхазии, а следовательно и для российско-абхазского стратегического партнерства, является приближение НАТО, военно-политического блока к южным границам как Абхазии, так и России. И эта совместная общая угроза требует, конечно, адекватного и оперативного реагирования, что, конечно, носит такой оперативный характер на данный момент и долгосрочный одновременно.
Если говорить о региональном контексте российско-абхазского партнерства, то в отличие вот от двустороннего формата, мне кажется, здесь мы не использовали в полной мере прежде всего потенциал Абхазии. И причем прежде всего именно в связи с некоторой такой инерционностью абхазской политики. Потому что со стороны Российской Федерации было предложено очень много интересных проектов регионального значения, на которые, вот, по крайней мере, в прежние годы не было дано адекватного ответа, не было сделано заявление поддержки, и вот до сих пор фактически Абхазия находится в состоянии изоляции, которая усиливается вследствие политики непризнания со стороны Запада и вследствие очень активной политики по изоляции Абхазии со стороны Грузии. И вот здесь я бы хотела обратить внимание и внутренней нашей абхазской аудитории, и наших российских коллег в плане того, существует ли вообще и теоретически, и практически потенциал Абхазии, который мы могли бы определить как геополитический или геоэкономический в рамках российско-абхазского стратегического партнерства. На наш взгляд, вот геополитический потенциал Абхазии, он в принципе реализован на данный момент, потому что Абхазия выполнила функцию военно-стратегического буфера между НАТО, фактически Грузия является сегодня форпостом НАТО, и между Россией. Поэтому в этом смысле вот это вот военно-стратегическое статус-кво, которое и обеспечивает стабильность региона, в отличие от многих других нестабильных соседних регионов. Мы видим, что происходит и на Ближнем Востоке, мы видим, как разворачиваются события на Украине. Поэтому надо сказать, что вот благодаря признанию России вот этот военно-стратегический статус-кво обеспечивает стабильность за счет одновременно реализации геополитического потенциала Абхазии, заключающегося в том, что политика Абхазии в эти тяжелые годы, и вот в период войны, и в блокадные годы, и в послеблокадный период, когда уже поменялась политика России в отношении Абхазии с переходом Путина к руководству страной. Все это в комплексе создало, в общем-то, достаточно позитивный фон вот, во все последние годы. И теперь мы подходим к такому вопросу, как существует ли геоэкономический потенциал Абхазии в рамках российско-абхазского партнерства и шире в рамках регионального такого измерения. На наш взгляд, вот вообще вся политика, которая реализовывалась в Абхазии последние, ну, может быть, 2 года, мы могли бы ее характеризовать как некий такой минималистский проект государства Абхазии. То есть это вот как бы по аналогии с таким вот стилем, минималистским стилем в строительстве, в архитектуре. Это стиль, предполагающий, что не используется весь спектр возможностей по разным причинам. Может быть, потому что нет в этом потребности, а может быть потому, что нет ресурсов для того, чтобы использовать весь спектр возможностей, и может быть потому, что есть чисто, так сказать, такое ценностное предпочтение этого минималистского стиля. Но если говорить применительно к государственному проекту Абхазии, то минималистский проект абхазского государства, он, конечно, предполагает по сути тоже минимальные потребности государства во всех сферах, минималистское определение задач на внешнеполитической арене, в том смысле, что вот долгосрочная задача озвучена, но активной наступательной политики все-таки, на наш взгляд, не ведется. Дальше мы можем говорить о том, что в вопросах стратегического партнерства России и Абхазии этот минималистский подход проявляется в том, что Абхазия по существу просто стала дотационным государством, и она использует какой-то вот
российскую помощь для того, чтобы нормализовать ситуацию в Абхазии. Но, конечно, это совершенно не тот уровень взаимодействия, на который можно было бы претендовать, если бы мы выбрали для себя другой подход в строительстве государства. Вот альтернативой, то есть фактически вот минималистский подход, минималистский проект абхазского государства подразумевает балансирование фактически на грани выживания. Ну, в данном случае речь не идет о физическом выживании, потому что безопасность обеспечена благодаря присутствию российских военных баз, благодаря охране границ совместной российскими и абхазскими военнослужащими. В данном случае речь идет о проблеме выживания государства именно на уровне его внутренней и региональной политики. Вот антиподом такому минималистскому проекту государства является, наверное, проект стратегического прорыва, который осуществлялся Владиславом Ардзинбо и его фактически командой, которая до сих пор, даже вот в отсутствии, к сожалению, нашего лидера, до сих пор она представлена и в нашей власти, и в нашей политике. Вот этот проект стратегического прорыва, он подразумевал использование максимума возможностей для того, чтобы решать задачи стратегического прорыва даже в ситуации, когда, казалось бы, нет никаких рациональных оснований для того, чтобы рассчитывать на такие выигрышные результаты. И мы знаем, что во время войны многие сторонники минималистского подхода, в общем-то, были ориентированы на то, что с учетом соотношения рисков, может быть, Абхазии не стоило оказывать сопротивление. В период блокады, мы знаем, когда шли вот переговоры об общем государстве, наверное, сторонники минималистского проекта государства предпочли бы все-таки пойти по пути наименьшего сопротивления, и тогда мы были бы сегодня, наверное, в каком-то общем пространстве с Грузией. И совершенно неизвестно, каким бы был вообще общий баланс сил в регионе, если бы вот такой проект государства существовал в 90-е годы. В отличие от этого проекта, вот стратегический прорыв как подход обеспечил Абхазии именно выход на совершенно такие, я бы сказала, совершенно немыслимые вообще на период начала войны позиции, когда мы стали не просто победителем в войне, не просто выдержали блокаду, но мы фактически стали международно признанным государством благодаря, во-первых, признанию России и ее поддержке в вопросах дальнейшего международного признания. У нас есть признание нескольких членов ООН, что фактически определяют статус Абхазии как признанного государства, хотя и не члена ООН. Вот. В данном случае я считаю, что вот сейчас, на данный момент, учитывая вот специфическую ситуацию, которая сложилась в Абхазии, и учитывая то, что сейчас вот у нас будут выборы, и многие кандидаты в президенты вместе со своими командами, они формируют повестки, формируют свои программы, думаю, что вот сегодняшний круглый стол был бы полезным с точки зрения формирования программ команд кандидатов. И мне кажется, что вот эта вот политика стратегического прорыва, она не является фантазией и не является и реальной, как это нам пытались представить еще совсем недавно, когда нам говорили, что вообще Абхазии не нужны долгосрочные программы развития и так далее. Напротив, мы хотели бы вот именно призвать к тому, что есть хорошие возможности, учитывая ситуацию с безопасностью, когда мы можем именно приступить к поэтапному планированию вот такого стратегического продвижения интересов Абхазии, что, естественно, невозможно сделать без стратегического партнерства с Россией. Но на сегодня, если оценивать ситуацию в регионе, мы можем совершенно откровенно сказать, что выход в мир Абхазии возможен двумя путями. Либо через российское окно возможностей, либо через грузинское окно возможностей.
совершенно очевидно, что грузинское окно возможностей предполагает, что как только мы войдем в это окно, мы там же, в этой самой Грузии, останемся, я думаю, навсегда. Поэтому это абсолютно рискованный путь, несмотря на то, что предлагаются различные стратегические концепции грузинские, предлагаются Абхазии, и политика вовлечения, и так далее. И, к сожалению, может быть, какие-то практические шаги даже уже работают, если иметь в виду вот те экономические процессы, которые происходят вокруг приграничного грузино-абхазского торгового партнерства. Все это требует, безусловно, анализа с точки зрения стратегии развития Абхазии и угроз. Вот. Поэтому мне кажется, что абсолютное большинство в Абхазии понимает, что абхазский стратегический прорыв возможен только через российское окно возможностей. И вот здесь мы вплотную подходим к российскому глобальному проекту евразийской интеграции, который, в принципе, открывает перед Абхазией вот эти возможности стратегического прорыва. Потому что вот несмотря на то, что вот немножечко была какая-то дискуссия совсем недавно, которая показала, что в нашем обществе все-таки нет такого четкого понимания, что такое евразийская интеграция вообще. Ее, может быть, иногда путают с какими-то иными моделями взаимодействия. Но я хочу сказать, что для тех, кто хоть немножечко знаком с этой темой, евразийская интеграция предполагает участие в ней при лидерстве России, как инициатора вообще этого глобального проекта, участие в ней только независимых государств. И поэтому при всем том, что понятно, какие существуют вызовы, связанные с признанием Абхазии со стороны других участников евразийской интеграции, тем не менее, именно заявка в качестве стратегического ориентира Абхазии на участие в евразийской интеграции предполагает, что Абхазия ориентируется именно на статус независимого игрока в интеграционных проектах под патронажем, скажем так, Российской Федерации. И это абсолютно естественно. Теперь, если говорить о том, почему евразийская интеграция, помимо того, что это проект нашего стратегического союзника, и уже этот факт априори предполагает, что мы должны быть там, где наш стратегический союзник, тем не менее, есть и объективные аргументы, которые говорят о том, что именно евразийская интеграция из всех возможных сегодня разнообразных интеграционных проектов отвечает интересам Абхазии. Прежде всего, если даже мы сравним этот проект с европейской интеграцией. Вот на сегодня европейская интеграция в виде Европейского Союза и евразийская интеграция фактически являются основными конкурирующими интеграционными проектами в ареале, где присутствует Абхазия, а это именно Черноморско-Кавказский регион. Надо сказать, что Черноморско-Кавказский регион – это ареал, который, конечно же, должен быть и потенциально ареалом, вовлеченным в евразийскую интеграцию, несмотря на то, что сами государства, входящие в этот регион, сегодня озвучивают разные ориентиры. Например, враждебное для Абхазии государство Грузия, как известно, ориентируется на европейскую интеграцию. Были определенные колебания у Армении между европейским и евразийским проектом. И сейчас мы можем видеть, что выбор сделан все-таки в сторону евразийской интеграции. Вот для Абхазии, как мне кажется, выгоды евразийской интеграции связаны с тем концептуальным посылом, который был сделан Владимиром Путиным, во всяком случае, в том числе в речи на Валдайском клубе в 2013 году, когда была обозначена такая концептуальная разница двух этих проектов – европейской интеграции и евразийской. Если европейский проект интеграции ориентирован на все-таки понижение национальных суверенитетов государств в пользу наднациональных суверенитетов, то есть все-таки доминирующими позициями являются позиции Европейского Союза по отношению к позициям национальных государств. И это мы видим уже сегодня, вызывает очень
серьезные противоречия внутри Европейского Союза. Множество государств недовольны вот таким навязыванием и в экономическом, и, что еще более важно, в политическом плане повестки Евросоюза и в идеологическом. А повестка Евросоюза, как мы видим сегодня, все больше формируется США. Вот это все создает такой вот критический потенциал внутри Европейского Союза. И, например, вот во Франции мы все наблюдали, как проходили выборы в Европарламент. Такую удивительную и убедительную победу одержали как раз силы, которые ориентированы не на усиление вот этой позиции Европейского Союза, и, кстати, силы, которые ориентированы на партнерство с Россией. Евразийская интеграция как раз-таки основана и концептуально ориентируется на, в первую очередь, учет национальных, государственных суверенитетов, субъектов евразийской интеграции. И вот для таких государств, как Абхазия, для малых государств, на наш взгляд, это очень важная такая позиция. Кроме того, вот мне лично кажется очень интересная позиция, кстати, озвученная многими нашими коллегами, молодыми, позиция, которая предлагается для России, а именно геокультурного арбитража. Или я бы ее назвала даже геокультурного протектората со стороны России в рамках евразийской интеграции. Эта позиция означает, что вот как в 2008 году фактически такой геокультурный или этнокультурный, можно по-другому назвать, арбитраж Россия осуществив операцию по принуждению к миру и фактически защитив от геноцида Южную Осетию, вот, мне кажется, эта позиция могла бы быть представлена очень явственно, и она может быть таким вот фактором притяжения, интеграционного притяжения для евразийской интеграции в отношении многих малых государств Южного Кавказа. Хочу сказать, что вот несмотря на то, что Абхазия это очень маленькая страна, конечно же, но по сравнению с Грузией, по сравнению с Россией, вот, на фоне вот этих глобальных масштабов России, и Абхазия, и Грузия, в общем-то, одинаково малые страны. Тут разница между нами не такая уж и большая, как и все другие страны Южно-Кавказского региона. И поэтому, очень далекая от Запада. Да, но при этом я хочу обратить внимание на геоэкономическую активность вот, государств Южно-Кавказского региона. Не буду вдаваться вообще вот в эти интересные концепции по поводу того, что не все вообще-то государства, даже крупные, могут быть геоэкономически активными. И некоторые малые государства, в отличие от крупных, неактивных геоэкономических государств, тем не менее могут быть геоэкономически активными. И вот в этом контексте Черноморско-Кавказский регион, он представляет, безусловно, важный регион для евразийской интеграции. Во-первых, как регион, который напрямую соприкасается и с европейской интеграционной моделью, в том числе и граничит со странами Евросоюза по Черному морю. И в этом смысле, мне кажется, мы могли бы предложить для Российской Федерации и вообще в целом для региона модель геоэкономического потенциала Абхазии с учетом того, что вот сегодня все-таки вот формирование геоэкономической архитектуры Черноморско-Кавказского региона не завершено. Оно как раз вот сейчас в стадии активного формирования. И вот такой вот минималистский проект, который мы приняли, так сказать, к исполнению вот пару лет назад, он вообще исключает Абхазию из участия вот, в геоэкономических процессах в регионе. И именно поэтому мы проигрываем в определенном смысле своему противнику, традиционному Грузии. И более того, если Абхазия не будет реализовывать свой геоэкономический потенциал, на наш взгляд, все-таки это определенный как бы такой вот минусовый баланс может дать и для Российской Федерации, потому что и евразийской интеграции в целом, потому что в этом случае другие силы,
скажем, евроатлантические силы через Грузию, может быть, через других своих каких-то субъектов продвижения, агентов влияния, будут завоевывать все более значимые геоэкономические ниши в Черноморско-Кавказском регионе. Поэтому вот мой все-таки подход – это то, что Абхазия должна стать геоэкономически активным игроком. Многие проекты, которые предлагались со стороны Российской Федерации, это и проект транспортно-логистического, транспортно-коммуникационного, транзитного логистического центра. Вот мы со своей стороны все время пытаемся популяризировать идею регионального финансово-политического центра. Ниша, кстати, очень перспективная, престижная. И, кстати, не требующая таких вот грандиозных вложений, как этого бы потребовали бы, может быть, грандиозные инфраструктурные, коммуникационные и транспортные проекты. Вот мне кажется, эта ниша может быть очень интересной и для России, в том смысле, что сегодня финансово-экономическое взаимодействие России и Европейского Союза, к сожалению, нарушено, и это делается специально со стороны США, и может быть именно в формате Черноморско-Кавказского региона и более того на площадке Абхазии возможно было бы продумать какой-то механизм взаимодействия и России, и евразийско ориентированных государств для того, чтобы формировать вот эту архитектуру региона, исходя из интересов российско-абхазского стратегического партнерства и из интересов стабильности всего Черноморско-Кавказского региона. Поэтому вот я предлагаю еще обратить внимание и на геоэкономический потенциал, потому что многие войны, которые сегодня ведутся, это уже не традиционные геополитические войны с применением оружия, а это именно геоэкономические войны с применением других, в том числе экономических и геоэкономических технологий. Спасибо большое. Интеграция уже давно стала мировым трендом, являясь естественным проявлением глобализации, диктующей сближение близких по политическому и социально-экономическому устройству государств для совместной защиты интересов на международной арене. Безусловно, у этого процесса существуют и цивилизационные стимулы, позволяющие сглаживать популистские устремления, которые являются естественным историческим противовесом глобализации. Этот баланс позволяет разным и одновременно близким по культуре и ценностям народам совместно искать ответы на вызовы современности, сохраняя свою идентичность. Кризис различных моделей глобализации происходит тогда, когда этот баланс нарушался, или когда к ним подключались народы, принадлежащие к другой цивилизации. Такие признаки мы наблюдаем на примере Европейского Союза, европейской интеграции в широком смысле этого слова. Этот кризис и социально-экономический, и идеологический, так как либерализм уже входит в явное противоречие с естественными человеческими ценностями и экономической целесообразностью. Само существование древней европейской цивилизации, созданной христианской идеей, находится под угрозой. По существу мы являемся свидетелями того, как по границе между Европой и Россией выстраивается стена не только политического, но и идеологического противостояния. Причем Запад и Россия как бы поменялись местами. Россия выступает в качестве защитника традиционных консервативных ценностей, а Запад вооружился утопической идеологией, близкой по сути раннему большевизму. Как долго будет продолжаться это противостояние и насколько далеко может зайти, судить сегодня трудно. Но угроза существенна, и на нее нужно искать адекватный ответ. И этот ответ был предложен президентом России Путиным, последовательно продвигающий идею евразийской интеграции. Россия по своему экономическому, военному и политическому потенциалу является естественным центром евразийской интеграции. Она на протяжении 300 лет
формировала цивилизационное пространство, которое не раз меняло свое название, но тем не менее сохраняло единство. Глобальный мир диктует свои условия. Для того, чтобы конкурировать на высоком технологическом уровне, необходим объем рынка участников интеграции численностью порядка 300 миллионов человек. И России приходится решать эту задачу, чтобы зафиксировать за собой позиции одного из центров формирующегося многополярного мира. Ослабление международных институтов и влияние собственного международного права, созданных по итогам Второй мировой войны, будет нарастать до тех пор, пока не сложится новый баланс сил и, как следствие, новый мировой порядок. Этот период нестабильности небольшие страны могут пережить, только участвуя в интеграционном процессе, тем самым способствуя укреплению полюсов. Это является гарантией их суверенитета, безопасности и экономического благополучия. Таким образом, участие в интеграционной инициируемой Россией евразийской интеграции является естественным путем для таких государств, как Абхазия. И этот процесс выглядит не утопическим, как это пытаются представить некоторые в свете того, что Абхазия не получила признания от государств, участвующих в формировании этой модели, таких как Казахстан, Белоруссия, Киргизия и другие. Уверен, что это вопрос времени. Самое главное, что Россия продемонстрировала способность гарантировать независимость и свободное развитие нашей страны даже вне системы ООН. В то время, как само по себе членство этой организации, как показывают международные события, далеко не является гарантией сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Участие в интеграционных процессах позволяет Абхазии вывести свою государственность на качественно новый уровень социально-экономических и политического развития. И нам предстоит провести большую подготовительную работу, чтобы стать полноправным участником этого процесса. Расширение двухсторонних связей с Россией является важным шагом в этом направлении. Посредством российской поддержки мы можем выходить на различные неформальные, экспертные, научные, гуманитарные площадки, на которых взаимодействуют страны Таможенного союза и другие государства постсоветского пространства, заинтересованные в евразийском интеграции. Это позволит сформировать разветвленную систему горизонтальных связей, которые в перспективе создадут политическую базу для дальнейшего признания нашей страны и ее встраивания в систему международных отношений. Полагаю, что нам нужно уходить от формулы дотационного партнера России, который способен предложить только геополитические позиции. У Абхазии есть что предложить России в плане осуществления совместных коммуникационных инфраструктурных проектов, имеющих значение для всего Черноморского бассейна. По своим природным, климатическим и географическим условиям Абхазия имеет большие перспективы для формирования различных инновационных центров, развития туриндустрии и передового экологического чистого сельского хозяйства. Для этого нам предстоит осуществить модернизацию политико-правовой системы и экономики. Полагаю, что переформирование отношений с Россией с учетом этих задач потребует выработки договора о нашем стратегическом партнерстве, отвечающем новым потребностям в области безопасности и укрепления экономических возможностей Абхазии. Это особенно актуально ввиду активизации процессов интеграции Грузии и НАТО, что поставит новые задачи как перед российской, так и перед абхазской стороной, которые потребуют усилия координации силовых структур, сближения стандартов материально-технического обеспечения. При всем том, что наша армия и другие подразделения безопасности невелики по численности, они могут в привычных для себя природно-географических условиях, этнокультурной среде достичь очень многого.
Таким образом, участие в инициируемой Россией интеграции входит в сферу коренных интересов национальной безопасности нашей страны и открывает перед нами широкие возможности участия в международном экономическом сотрудничестве, открывает доступ к современным технологиям и перспективным рынкам. То есть это наполняет нашу государственность дополнительными стимулами для творческого развития нации. Спасибо за внимание. Мировая ситуация, европейская ситуация, евразийская ситуация вступила в какой-то совершенно новый этап, конец которого, завершение нам неизвестен на самом деле, потому что вопреки надеждам многих на Западе 20 с лишним лет после конца Советского Союза и поражения коммунистической системы, что теперь образовался некий магистральный путь в сторону понятной системы, и возник тот самый новый мировой порядок, который когда-то первым придумал Михаил Сергеевич Горбачев, а потом уже просто он стал жить отдельно от него. Но спустя почти четверть века можно сказать, что это была иллюзия, никакого нового порядка мирового после конца Холодной войны и Советского блока не наступило. Была попытка такой порядок установить, иерархический, моноцентричный, америкоцентричный. Попытка, которая вначале казалась успешной, и где-то первое десятилетие после перемен все развивалось, как казалось, все развивалось в одном направлении, а вот потом начались сложности. И сложности эти, не вдаваясь в глубокий анализ, сложности, вообще говоря, по-человечески, по-бытовому абсолютно понятные, потому что мир большой, и даже такая гигантская, могучая и обладающая невероятным потенциалом страна, как Соединенные Штаты, в одиночку этим миром управлять не может. Равно как им не может управлять никакая другая страна, кто бы ни попытался это сделать, там, Китай или кто угодно. И когда это стало проявляться, собственно, вот тогда возникла нарастающая нервозность у ведущих игроков, стало постепенно исчезать понимание, куда, собственно, мир движется. А самое главное, оказалось, что никаких новых правил и институтов после конца Холодной войны на самом деле не появилось, хотя думали, что они появились. А вот старые, которые обеспечивали порядок и стабильность предшествующие несколько десятилетий, вторую половину 20 века, они уже не работают. Или работают все меньше, что тоже абсолютно естественно, потому что они были предназначены, заточены, как сейчас говорят, совершенно на другую мировую ситуацию. И тогда они работали достаточно эффективно. И вот сейчас мы находимся в периоде эрозии международной системы такой, как она была в Холодную войну. Точнее, эрозию мы прошли, и сейчас мы вступаем в этап, как мне кажется, распада уже окончательного. И вот за этим этапом, вероятно, как всегда бывает в истории, последует уже время какого-то нового созидания. Но, как вот верно было сказано здесь, уже это требует появления того или иного вида баланса сил, баланса интересов, баланса возможностей в мире. Пока абсолютно непонятно, на какой основе это может появиться, потому что баланс эпохи Холодной войны был совершенно уникальным. Ни до, ни после подобной системы, столь стабильной, потому что она стояла на двух ногах, в прямом смысле этого слова. Такой стабильной системы не было. Ее не было в классические времена, 19 века и раньше. Ее нету и сейчас, потому что нет вот этой самой двухопорной конструкции. Но каким-то образом, как мы знаем из истории, мировые балансы достигаются. Не навсегда они достигаются на какое-то время, а потом они вновь нарушаются. И вот каким будет этот баланс вот этого сложнейшего полицентричного мира, который сейчас возник, мы можем только гадать. Я думаю, что контуры его могут начать вырисовываться где-нибудь к 2020 году.
А сейчас мы действительно вступаем в период окончательной деструкции, деконструкции того, что было раньше. Ну, примером не из числа, тут даже можно и просто перечислить, это и Украина, это и Ирак, который показал, вот как раз, ну, стал нагляднейшим символом, то есть более ярче некуда, вот, провала попыток мирового и национального строительства под руководством Соединенных Штатов. Это отношения Соединенных Штатов и Европы, которые переживают зигзагообразное развитие. Возможно, Европа, так сказать, не одолев самостоятельность как глобального игрока, а явно эти амбиции уже в прошлом, возможно, она прильнет обратно к сильному плечу Соединенных Штатов, так сказать, за отсутствием других вариантов, либо, может быть, она все-таки попытается мобилизоваться, но это пока все открытый вопрос. Растет вес, влияние и, соответственно, параллельно этому самоуверенность Китая, который сегодня ведет себя уже совсем не так, как он вел себя еще 5 лет назад. И вот эти вот традиционные заветы Дэн Сяопина, которые на протяжении 20 с лишним лет были незыблемы в Китае, ну, если их примитивно изложить, то не надо высовываться. Эти заветы сейчас подвергаются сомнению, что, мол, да, мы долго не высовывались, но теперь уже вот пора. И есть масса других примеров конкретных, как вся вот эта система приходит в хаотическое состояние. Значит, что это означает, если попытаться выделить какие-то основополагающие процессы в этой среде? Процессов два, и они на первый взгляд противоречат друг другу. Один процесс – это, ну, если можно сказать в любимых американцами терминах, это демократизация. Демократизация в широком понимании этого слова. Не только в смысле строительства демократии в разных странах, как любят Соединенные Штаты, а именно в глобальном смысле, что мировая среда становится гораздо более демократической, потому что государства, нации, которые раньше, ну, скажем так, мягко, их мнение мало кого интересовало, и они следовали в фарватере тех или других стран, сейчас они делают заявку на то, что мы тоже являемся самостоятельными и игроками со своими интересами. Я не знаю, там, 10-15 лет назад представить себе такую политику, которую проводит сейчас Турция, было невозможно. Это был лояльнейший член Североатлантического альянса и все. Скажем, страны какие-нибудь, как Бразилия, которая ведет себя, как будто великая держава, хотя, прямо скажем, пока не умеет этого делать. То есть они хотят, но еще не могут, но потенциал уже есть. Там Иран, который абсолютно проводит свою линию, и раньше казалось, что это некая безумная самоизоляция, а сейчас уже так не кажется. Сейчас уже есть ощущение, что они кое-что добьются и получат гораздо более высокий статус. И так далее. Все это происходит на фоне демократизации в более национальном уровне, которую большой друг, в кавычках, России, но при этом очень умный аналитик мировых процессов Збигнев Бжезинский назвал лет 8 назад процессом национального пробуждения. То есть вот то, что мы видим, это было еще до арабской весны, но, собственно, то, что мы видим там, это когда массы приходят в движение и уже сами начинают определять, что происходит. К чему это приводит, это другой вопрос. Это совершенно не факт, как мы видим, что это приводит к чему-то хорошему. Но когда ты разбудил эти массы, а Соединенные Штаты сильно посодействовали их пробуждению, то теперь уже, так сказать, уложить их обратно спать не очень получается. В отличие от той самой вышеупомянутой двухполюсной системы, которая была в холодную войну, нынешняя система очень мало управляема. И если мы посмотрим, внимательно почитаем, скажем, высказывания президента Путина на протяжении уже довольно длительного времени,
Особенно я всем всегда рекомендую на досуге прочитать его программную статью 2012 года перед выборами, которая была о внешней политике. Это очень интересный документ, очень интересный, где все разложено по полочкам. И когда говорят, что Путин, на Западе говорят, что Путин непредсказуемый и странный лидер, который действует какими-то импульсивными, читайте, значит, газеты. Все было написано заранее, если вы что-то не поняли, то это ваша проблема. Так вот, как мне кажется, один из лейтмотивов российской политики и видения Путина, которого обвиняют в антизападничестве, но это антизападничество сейчас, оно совсем не такое, как раньше. Раньше говорилось, Россия справедливо указывала на то, что там Россию оттесняют, НАТО, то все, угроза. Сейчас, в общем, не в этом беда, то есть это само собой, но самое главное, что действия крупнейших мировых игроков, прежде всего Соединенных Штатов, они производят впечатление самоубийственных. То есть то, что та политика, которая проводится, какая бы цель ни ставилась, она, как правило, приводит к противоположному результату. И Путин все время говорит о том, что, ребята, что вы делаете? Вы с ума сошли? На что ему, собственно, ему ничего не отвечают, а зря. И вот в этой системе, когда совершенно непонятно, что будет дальше, а действия наиболее важных сил достаточно рациональны, хотя они с точки зрения их внутренней логики, они нормальны, логичны, а с точки зрения результата они абсолютно рациональны. Вот в этой ситуации возникает второй параллельный процесс. Это реструктуризация глобальной среды. Глобальная глобализация, о которой мы так все много говорим, о которой является безусловно фактом жизни, она меняется. И так же, как не удалась попытка геополитически выстроить мир, подчиненный Соединенным Штатам, также, в общем, подвергается эрозии более успешная попытка выстроить мир, америкоцентричный мир в мировой экономике. Вот санкции, которые Соединенные Штаты вводят против России сейчас, и надо будет вводить дальше, потому что курс на сдерживание России очевиден. Они ведь имеют обратный эффект, оборотный эффект. Помимо эффекта воздействия на Россию, они имеют интересный эффект, о котором в Соединенных Штатах пока даже не думают. Это подрыв собственной философии, когда нам все объясняли всегда, что глобализация, либеральная глобализация хороша тем, что она справедлива. То есть определяют рынки. Рынки решают. Ты встроился, ты сумел, значит молодец. Значит, не сумел, ну извини, ну значит сам виноват. Это гораздо лучше, как объяснялось нам концептуально, чем если бы какая-то страна, империя определяла правила. Так вот сейчас мы видим, что это лицемерие, потому что да, рынки, конечно, до поры до времени. А если возникает какая-то нужда политическая у самого сильного игрока, тогда выясняется, что в рынке нет. То есть можно взять и выкинуть несколько российских банков из международных платежных систем только потому, что это политическое решение конкретного государства. Никакого отношения к рынку, глобальной этой экономики это не имеет. И я думаю, что в перспективе это будет довольно сильно влиять на структуру мира. Потому что Россия, но есть и другие страны, которые, естественно, не дураки, они понимают, что в случае необходимости это может быть применено и против них, прежде всего Китай. Наиболее вероятный соперник США. Поэтому вот это реформирование глобализации в сторону создания, в сторону ее регионального измерения, в сторону фрагментации, создания не изолированных, но крупных блоков, которые будут друг с другом взаимодействовать, но внутри себя они будут иметь свои правила и пытаться эти правила распространять дальше, это очевидная тенденция, причем опять-таки начали это Соединенные Штаты, которые до этого всем навязывали или всем объясняли пользу универсальных правил мировой торговли в рамках ВТО, а потом сами же запустили процесс создания преференциальных блоков с Европой, с Азией, то, что сейчас идет и скорее всего будет осуществляться. В этом контексте то, что происходит, уже приближаясь к нашим более близким баранам, то, что происходит на евразийском пространстве, это не просто логично, это неизбежно. Потому что
в этой структуре, вот в этой системе мира, ты либо провисаешь полностью и вынужден потом присоединяться к какой-то другому проекту, ну, естественно, на его условиях, потому что если ты не участвуешь в формировании правил, то тогда у тебя есть только один вариант – это их принять. Что, собственно, делают там, ну, например, Грузия готова это сделать в отношении Евросоюза. Я не к тому, что это хорошо или плохо, думаю, что у Грузии выбора нет, и никто, так сказать, не предлагает ничего другого фактически, но, тем не менее, это модель подчинения определенной системе правил. Россия в силу своей истории, психологии и так далее, явно не готова, и не думаю, что в какой-либо обозримой исторической перспективе будет готова пойти на такую модель, то есть подчинение системе правил, сформулированных без нее, хотя был период, как мы помним, когда в общем Россия хотела даже принять такую модель в начале 90-х годов, причем хотела совершенно искренне. Я не склонен там обвинять, как у нас некоторые делают, тогдашнее российское руководство, что оно там плясало под чью-то дудку. Это была такая эпоха, когда наивно верили в то, что, как говорил Андрей Владимирович Козырев, известная цитата, что мы будем дружить с цивилизованным миром, а эта вся шантропа нам не нужна. Ну, история показала, что цивилизованный мир как-то не очень открылся, а шантропа вдруг понадобилась в высшей степени, спустя довольно короткое время. Но, как бы то ни было, искренняя попытка России перестроиться и стать такой большой Польшей не получилась. И далее, в общем, нет оснований полагать, что при каком-то развитии событий Россия вот от своего самоощущения как центра нормативного творчества откажется. Другое дело, тут тоже мы сейчас, находясь вот в такой экзальтации в России из-за всех событий, мы, конечно, тоже не должны закидывать друг друга шапками и забывать реальности, что рядом с нами есть другой центр, который, безусловно, исходит из того же, и, собственно говоря, против которого американцы создают свои вот эти вот большие объединения, это Китай. Китай тоже не сидит сложа руки и тоже пытается формировать вот такую зону. Проект китайский, так называемый экономический пояс нового шелкового пути, который Си Цзиньпинь огласил в прошлом году в Казахстане, он пока лозунг, но зная китайцев, я не сомневаюсь, что тысячи высококвалифицированных специалистов уже сидят во всяких их институтах и сочиняют под этот лозунг содержание, которое мы скоро увидим. И, конечно, в этом смысле Россия оказывается в ситуации довольно сложной, когда с Западом у нас отношения по понятным причинам сейчас напряглись, а Китай предлагает альтернативную программу, имея гораздо больше ресурсов. Я думаю, что это будет очень интересный процесс конкуренции, но в какой-то степени, возможно, даже и синергии вот этих проектов. Потому что так же, как США и Европа, две огромные экономики, пытаются объединяться, усиливать себя за счет объединения, так и, в общем, нечто подобное может происходить и с Россией и Китаем, при всех оговорках, что, конечно, России надо быть крайне осторожной, чтобы не оказаться в положении просто вассала. События на Украине потрясли всех, они изменили очень многое. Я думаю, что они изменили ряд позиций российской политики, они изменили необратимо, то есть отношения с Западом таких, какие были, так скажем, полгода назад, у нас уже не будет. То есть вот эта иллюзия партнерства, основанная в основном на умолчаниях и делание вида, что все хорошо, это уже, в общем, не работало довольно давно, но тем не менее все пытались поддерживать вот эту рамку. Она уходит. В каком смысле это, наверное, позитивно, потому что долго лицемерить, это тоже вредно для здоровья. И теперь для России возникает вопрос самоопределения, как это ни странно прозвучит, может быть, при такой гигантской стране. Проект евразийской интеграции – это в том числе самоопределение России. Это выяснение России для себя прежде всего. А где простирается вот этот ее собственный ареал ее присутствия. Речь, естественно, не идет и не может идти ни о каком воссоздании Советского Союза, империи и так далее, чем нас кормят этими, значит, страшилками, кормят с Запада. Это нереально, это не
То есть Советский Союз ушел и больше не вернется никогда. Кому-то это печально, кому-то это радостно, но это факт. И для России просто важно, для себя, опять же, я сейчас не беру, так сказать, реакцию партнеров, для самой России важно понять, а, собственно говоря, мы что видим в качестве своей, вот этой вот своей сферы интересов, и даже не просто интересов, а того, что мы воспринимаем как нечто близкое. И я думаю, что, конечно, Украина относилась к этой сфере, сейчас ничего не понятно. Будет ли одна Украина, будет ли много Украин, будет ли Украина, которая, значит, выйдет из этого кризиса. К сожалению, есть шанс, что это будет жестко антироссийское, просто предельно антироссийское, злобное, враждебное государство. И, соответственно, насколько оно будет иметь возможность, потенциал участвовать в российских проектах, неизвестно. Вот все остальное – это вопрос не только выбора тех, потому что считается, вот как-то рамка такая, что выбирают те, кто вот Россия предлагает, а вы выбираете или. У меня ощущение создается, что Россия тоже выбирает, потому что вот этот проект, он не бесконечно действующее предложение, это некое внутреннее самоперерабатывание себя, чтобы понять, чего мы хотим, чего мы не хотим. Когда эта работа закончится, контур замкнется. И я не уверен, то есть это не проект постсоветского восстановления. Это проект того, что Россия действительно хочет и готова видеть в качестве своей сферы. Поэтому совсем не совпадет вот эта вот сфера в итоге с границами бывшего Советского Союза. И это процесс очень важный, но наш внутренний, потому что если мы посмотрим на настроения внутри российского общества, они, как вы, наверное, хорошо знаете, крайне многообразные. Ряд настроений лично меня глубоко удручают, там рост присутствия и даже публичного декларирования этнического национализма, значит, вот эта дискуссия о трудовой миграции, которая, к сожалению, легко перетекает в дискуссию гораздо менее приятную по поводу там всяких межэтнических отношений, она присутствует, и что глупо это отрицать, и это процесс вот этого самого переосмысления себя России после всех потрясений. Но, кстати, вот был опрос недавно, не помню, кто его делал, удивительный, на мой взгляд, результат. Украинские события понизили популярность националистических идей в России. То есть, когда мы посмотрели на то, что означает подъем и успех националистических сил, похожей на нас стране, как-то люди сказали: так, пожалуй, спасибо, может и не нужно. Значит, возвращаясь к теме основной и поддерживая то, что говорили до меня, все-таки самое главное, что определяет, можно сказать, все остальное, это экономическая устойчивость стран, которые участвуют в интеграции, не участвуют в интеграции. Это, собственно, уже выбор конкретный. Но опыт, в том числе России, показывает, что если есть экономическая привлекательность, то попытки давления наталкиваются, они будут, им даже могут быть достаточно успешны, но они наталкиваются на такое сопротивление бизнес-интересов, что преодолеть его, наверное, можно, но это уже ломать через колено очень большими издержками. Вчера, значит, с одной стороны, опять звучат слова, что против России будет введены новые порции санкций, а президент Путин с президентом Австрии присутствует на подписании, значит, окончательных документов по Южному потоку, при том, что только что Еврокомиссия сказала вообще определенно, что Южный поток нет, это нельзя. Они сказали, Австрия посчитала деньги и поняла, что почему же нельзя, очень даже можно и нужно. И любая попытка изоляции, она в случае экономического успеха начинает размываться сама собой. Я думаю, что к России и Абхазии это относится в абсолютно равной степени. Если бы Россия была хилым, дохлым, дотационным государством, каким она была 20 лет назад, тогда изолировать такое государство, в общем, не проблема. Там у России были другие инструменты, но тем не менее.
Сейчас, как мы видим, опять-таки, это не означает, что у России есть иммунитет, но вот очевидно, что не получится сделать это легко, а учитывая многообразие мира, собственно говоря, даже и вообще невозможно, потому что даже вдруг, если нас закроют с Запада полностью, Восток, в общем, он существенно больше многообразен. Здесь вот говорилось очень правильные вещи по поводу необходимости стратегического прорыва. Как ни странно, при всем различии масштабов Абхазии и России, это общая задача, потому что России тоже нужен стратегический прорыв. Я думаю, что многие, кто в России бывают и общается, возможно, почувствовали вот такое настроение. Оно как-то усиливается в российской элите, что да, конечно, большой энтузиазм по поводу Крыма, большой энтузиазм по поводу вот решительных мер, но дальше как-то зависает вопрос, и что? Крым это прекрасно, и что? Это все? И вот это вот ощущение, что да, действительно созданы предпосылки для прорыва, но прорыв еще, то ли он готовится, и мы еще просто об этом не знаем, то ли его, вообще говоря, пока и в проекте нету, а мы продолжаем жить по инерции. Хотя жить так, как это было до весны этого года, уже не получится. Еще раз повторю, что отношения с Западом, они, на мой взгляд, изменились необратимо. И этот стратегический прорыв в России, как и в Абхазии, начинается с экономики. До тех пор, пока Россия не сможет показать, что ее экономика способна развиваться в любой ситуации, все наши геополитические достижения, существенные и заметные, они будут быстро девальвироваться. И уже сейчас наблюдается некоторая деморализация участия российской элиты, я имею в виду элиту именно официальную, которую, не оппозиционную, которая немножко начинает бояться. Да, мы сделали мощный шаг, но теперь вот нас начинает давить со всех сторон. Что же мы будем делать? И вот как конвертировать эти страхи, наоборот, в желание совершить нечто, что сделает давление безрезультатным, вот это вот то, что перед нами сейчас стоит. В этом смысле, еще раз повторю, мне кажется, Россия и Абхазия при всем различии масштабов находятся в абсолютно одинаковом положении. И вы тоже, если удастся совершить стратегический прорыв в экономике, сразу почувствуете, до какой степени изменится отношение внешних контрагентов. Это не означает, что все начнут валом признавать Абхазию, но вдруг выяснится, что формальный статус не является препятствием для того, сего, пятого и десятого. И последнее, извините, что я затянулся, но много просто важного всего. Последнее, что важно понимать всем нам, и России в том числе, эпоха неразберихи и такого геополитического плюрализма на постсоветском пространстве, на мой взгляд, заканчивается. То есть вот период, когда можно было проводить политику многовекторности, вот чем занималась Украина, например, на протяжении долгого времени, иногда успешно, иногда не очень. Там, при Леониде Даниловиче Кучме они гениально доили всех подряд, потом стало меньше получаться. Но как бы то ни было, это время заканчивается по той причине, что ужесточается общая конкуренция, ужесточается противостояние, и все игроки, и Россия с одной стороны, и Европа, Америка с другой стороны, они, в общем, не хотят уже, не готовы терпеть. Они уже говорят, ну вы решаете, вы давайте выбор-то делайте. Ну вот Украина выбор сделала на свою беду, видимо, теперь долго будет его преодолевать, но сам факт того, что совмещать все и быть со всеми уже не получится. Грузия свой выбор, в общем, сделала. Какой будет результат, мы увидим, я думаю, в ближайшие годы. Но в России тоже у нас же нет маниакального стремления согнать все постсоветские страны обратно. Но выбрали, так выбрали. Это действительно их право. Абхазия свой выбор делает постоянно, мы это понимаем, ценим и знаем, но сейчас действительно наступает совершенно другая эпоха, когда для выживания странам нужно вот действительно одновременно и укреплять себя, не поступая суверенитетом, но при этом быть частью больших проектов. В случае с Абхазией я бы сказал, что евразийская интеграция, которая, конечно, для вас, она должна была быть, на мой взгляд, просто вот сверхцелью,
Потому что, опять же, евразийская интеграция не предусматривает ослабление национальных суверенитетов, а наоборот. Потому что представьте себе, что Казахстан допустит, что в Евразийском союзе будет чье-то доминирование, никогда. И все были попытки России сделать более политически консолидированную структуру. Казахи это отсекли жестко и, на мой взгляд, правильно, потому что не надо бежать впереди паровоза. Надо сначала экономику отладить. И для Абхазии вообще налаживание вот этой системы отношений, встраивание в евразийское пространство как часть экономики именно, это, как мне кажется, просто безальтернативно, и это станет первым шагом к тому, к чему Абхазия стремится в конечном итоге, то есть к полноценному признанию не со стороны нескольких стран, а со стороны просто мирового сообщества, если так штампом говорить. И это трудно. Это не задача месяцев или даже пары лет, но сегодня, как мне кажется, определяется некий вектор, который нас всех куда-то поведет. России свой вектор выбрать будет тоже непросто. И в этом смысле мы, хоть и обладаем большим количеством возможностей, но ответственность лежит больше. Но зато, если этот вектор выбрать правильно, то он нас приведет в светлое будущее наконец-то. Спасибо. Вот мы уже говорилось достаточно много о изменении системы координат, потому что привычные системы начинают плыть, а привычные действия приносят непривычные результаты. А первое, наверное, такое важное последствие – это изменение Евразийского союза. И еще вчера он имел другой замысел, другую архитектуру и другие цели. Да, он строился в таком общелиберальном русле, а по сути по своей архитектуре представлял собой кальку с Европейского Союза, когда доминируют 4 свободы: свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и людей. И по сути в свете вступления России в ВТО он предполагал плавное, постепенное, может быть, растянутое на года или даже на десятилетия, но неизбежное перетекание ресурсов от государств к корпорациям. И, наверное, в общем-то, по этому пути он бы и пошел, но в лучшем случае был бы мостом между Востоком и Западом, между Азией, которая производит громадное количество товаров, и между Европой, которая эти товары потребляет. А в свете последних событий, в свете санкций, которые введены Западом, вследствие идеологического и ценностного разрыва с Западом, который, наверное, существенно глубже, чем те разрывы, которые прошли на уровне декларации либо на уровне предпринятых мер. Возникла очень интересная вещь, что Евразийский союз сейчас с неизбежностью уже будет не либеральным, он будет протекционистом. Он будет предполагать собой государство в качестве главного субъекта, достаточно высокой степени административный регулируемый рынок и политику импортозамещения, которая, наверное, через полгода, через год оно будет осознано как наиболее перспективное и важное направление. И в этом плане получается, когда, наверное, не было бы счастья, да несчастье помогло, если посмотреть на подсчеты наиболее оптимистичные, то политика импортозамещения приносит всем странам Евразийского союза экономический рост примерно на 10-12% в течение больше, чем 15 лет. То есть гигантский ресурс развития и возможность цивилизационного скачка, когда нужно будет восстановить огромное количество тех индустрий, тех отраслей экономики, которые на сегодня деградировали на родине и которые сегодня, вообще те товары, которые покупаются сегодня за рубежом. То есть в этом плане получается, что западные санкции усиливают экономическое развитие России и стран Евразийского союза, потому что ровно в этом плане Евразийский союз стал очень резко интересен Беларуси, стал интересен Казахстану в гораздо большей степени, чем планировалось изначально, потому что каждый увидел в этом для себя весомые шансы. То есть когда возникает такой весомый и большой пирог экономический, который можно делить, то, в общем-то, это возникают уже немножко другие подходы, не столько потребительские, сколько подходы акционера, который желает получить максимум от того, в чем он участвует. С другой стороны, если будем брать европейский проект, начиная с Греции, он находится в достаточно тяжелом кризисе. И тут, если посмотреть на само устройство ЕС, то
возникают очень интересные нюансы. Ну, например, если так уже сказать, очень просто, то равноправие стран, участников любого экономического объединения, определяется уровнем внутриотраслевой интеграции, то есть насколько они взаимозависимы друг от друга в производстве товаров. Если эта взаимозависимость низка, то, скорее всего, это будет отношение властвования более крупного игрока над более мелким. Если посмотреть на ЕС, то там достаточно высокий уровень внутренней интеграции между 6 странами, основателями Европейского Союза. Это Германия, Франция, Италия как промышленные державы, и Бельгия, Нидерланды, Люксембург как страны, которые производят, специализируются на услугах, на сервисе. Все остальные страны ЕС, по сути, вольно или невольно, но оказались, за исключением разве что Великобритании, в разной степени набором запасных частей, которые по мере необходимости ключевыми акционерами использовались, иногда не очень цинично, иногда очень цинично, но по сути логику это действие не меняло. И сегодняшнее обострение противоречий, когда возникает кризис в Болгарии, кризис в Румынии, когда периферийные страны не очень хотят выступать в качестве поставщика человеческих ресурсов, знаний, запасных частей по большому счету, но не более того. Это только начало процесса по той простой причине, что системно решить эту проблему на сегодня, наверное, не очень возможно. Более того, если переместиться на уровень выше, то в самой мировой экономике тоже происходит огромное количество негативных процессов. Если брать сегодняшнюю борьбу Соединенных Штатов за подписание соглашения о зоне свободной торговли с Европой или с Японией, если называть эти вещи своими именами, то это борьба за то, чтобы Европа своим телом спасла американскую экономику. Потому что у Штатов громадная проблема с раздутым корпоративным пузырем, и кто-то должен за эти проблемы вместе со Штатами заплатить, иначе будет очень неприятное провисание, примерно такое, которое случилось в 2008 году. То есть примерно год-полтора будет борьба за подписание этого соглашения. Возможно, Европа его подпишет, возможно, нет. Я бы сказал, что расклад все-таки скорее 50/50, хотя давление очень сильное. Но нужно понимать, что речь идет не о том, что Европа будет процветать, а речь пойдет о том, что Европа, я процитирую одного американского профессора Ельского университета, что Европа, отдавая свои долги за план Маршалла и другие услуги, которые Штаты ей в свое время оказали, должна заплатить за собой, и своей экономикой, за спасение мировой экономики и экономики Соединенных Штатов. То есть в этом плане получается, что перспективы в тех странах постсоветского пространства, которые, наверное, могли бы стать каким-то ориентиром или каким-то образцом прозападной ориентации, то есть в Украине и Грузии, там дела хорошо не пойдут. Просто потому, что не возникает резона вкачивать туда достаточно большое количество денег. Даже из выставочных соображений, даже из тех соображений, чтобы сделать витрину капитализма, как в свое время это было сделано с Польшей. То есть я думаю, что здесь все будет скорее скромное, скорее будет вести к разочарованию, нежели к чему бы то ни было другому. Вот в рамках этого контекста, то есть когда проект российский, евразийский, он находится в состоянии перемен, но есть ресурсы развития, то есть понятно, за счет чего можно расти, и понятно, что можно делить, как можно зарабатывать, как можно производить деньги и товары. И существенных проблем мощного вчера-западного проекта, который, в общем-то, сейчас входит в полосу потерь. Понятно, что, может быть, послезавтра он отправится, но это будет послезавтра, это будет не завтра. А завтра будут проблемы. Так вот, какие возможности здесь возникают у Абхазии в рамках вот этого контекста, в рамках этих вызовов с востока и запада? Во-первых, понятно, что Евразийский союз и в любой формат сближения с евразийским пространством, я думаю, что это будет, наверное, лучшей формулировкой, потому что членство в Евразийском союзе потребует достаточно долгих заходов по поводу признания Абхазии остальными членами Евразийского союза, а сближаться с евразийским пространством можно. И можно достаточно легко. И здесь возникает
очень интересная перспектива, потому что административный рынок предполагает, что о рынках можно договариваться. И это означает, что Абхазия может договариваться о тех компонентах импортозамещения, на которые она может сесть и которые она может обеспечивать. То есть, по сути, сегодня об этом заговаривать уже можно, а завтра договариваться будет уже нужно, а послезавтра это будет все распределено. И здесь можно определять те зоны экономики, которые Абхазия могла бы сесть. У Абхазии есть несколько коренных и весьма существенных преимуществ. Мы вспоминали вчера и про чайное производство, и про ряд других отраслей, естественно, туризм в первую очередь. И, кстати говоря, еще один замечательный ресурс, что Абхазия из всех стран постсоветского пространства является единственной территорией, где содержится на месте, в земле, в природе 100% микроэлементов, необходимых для выращивания абсолютно здорового человека. То есть ни одной другой такой территории на постсоветском пространстве не было. То есть, соответственно, экологическая специализация Абхазии тоже может быть крайне интересным предложением. И интересным предложением как в рамках Евразийского союза, так может быть и за его пределами, но опять же, это уже завтра. Если обобщать ситуацию, то есть возможность перейти на производящую экономику, которая потребует, разумеется, внутренней перестройки, которая потребует реорганизации, которая потребует пересмотра ряда привычек, но тем не менее, которая содержит в себе внятные перспективы. И об этом договариваться можно. России тоже есть что предложить, по крайней мере, всегда можно обсуждать условия доступа абхазских товаров на российский рынок, и здесь есть возможность. С другой стороны, Абхазия может предложить со своей стороны создание условий для инвестиций, которые, в общем-то, тоже понятно, как эти условия обеспечить, как сделать так, чтобы защита собственности была более эффективной, нежели является сегодня. То есть есть вполне понятное пространство, куда можно двигаться и где можно зарабатывать, где можно совершать тот самый качественный рывок, о котором, по сути, все говорят и который, наверное, достаточно давно назрел. Ведь на самом деле гарантия суверенитета всегда и везде – это экономическое благосостояние. Никогда не будет более успешный контрагент, никогда не будет бояться, что менее успешный его присоединит. А возможность обогнать остальных контрагентов сегодня открывается, вчера такой возможности не было, завтра эти места будут распределены, поэтому сегодня нужно об этом думать и нужно такие вопросы ставить. Еще о гарантии суверенитета и о евразийском проекте. Любой проект становится интересным, когда каждый из участников держит свой комплект ключей. Больших, маленьких, да, то есть от каких-то запчастей у общей большой машины. И в этом плане, наверное, можно думать, какие ключи от чего могла бы предложить Абхазия, чтобы это стало незаменимой частью будущего Евразийского союза, так, чтобы это был закреплен за ней рынок. Опять же говорю, что вслух говорить о том, что рынки надо распределять, сегодня еще рановато, но с другой стороны все понимают, что другой альтернативы просто нет. И все равно нужно будет об этом договариваться, и это будет гарантией развития. Поэтому здесь направление движения, естественно, есть и достаточно интересно. По поводу безопасности. Понятно, что пока Украина превращается в достаточно ожесточенную арену борьбы, а после того, как произошел коллапс, по сути, в Ираке и надвигается коллапс в Афганистане, ситуация, наверное, с американским доминированием становится просто катастрофической. И это означает, что, в общем-то, не выигрывая сегодня на украинском направлении, там, по-моему, никто сегодня пока не выигрывает, но не выигрывая, не утверждая вот это доминирование, потому что Украина, по большому счету, нужна была Штатам для того, чтобы продемонстрировать в Европе Россию в качестве агрессора, продемонстрировать Россию в качестве ненадежного поставщика, но, по сути, оторвать Россию от Европы и разорвать эти экономические связи по той простой причине, что вот эти связи европейских штатам нужно сегодня переключить на себя. Но это означает, что не выигрывая, потому что не получается убедить Европу в том, что Россия страшная, не получается добиться в полной мере экономической изоляции, более того,
Россия успешно пока этим попыткам давления противостоит, конечно, с потерями, но в любом случае это не те масштабы, на которые Штаты изначально рассчитывали. Это означает, что цена и возможность провокации в отношении Абхазии в качестве точки, которая символически связана с Россией, от которой российский престиж тоже зависит, естественно, будет. В этом тоже нужно отдавать себе отчет. Просто потому, что это, наверное, будет дешевле всего такого рода провокации организовать. Поэтому учитывать формат безопасности и обеспечивать, собственно, предохранение от такого рода провокаций на сегодня, опять же, в свете тех перемен, которые происходят в стране, тоже крайне важно. Да? То есть, кто предупрежден, тот вооружен, тот, как правило, знает, как не ошибиться и где предусмотреть, потому что любая проблема, решаемая загодя, стоит дешевле и решается эффективно, нежели тогда, когда она уже на самом деле случилась. Собственно, в общем, пока вкратце, наверное, для первого выступления вполне достаточно. Спасибо. Начнем с событий в Украине, в Крыму, которые, безусловно, оказали серьезное влияние и еще окажут на ситуацию на Кавказе и вокруг Абхазии. Во-первых, конечно, явные последствия крымско-украинского кризиса – это то, что, наверное, мы несем, возможно, решающий удар по СНГ, который худо-бедно существовал, но, тем не менее, уже много лет страны СНГ растягивались по разным организациям, по разным лагерям, Таможенный союз, Евразийский союз, ассоциированное членство и так далее. Все эти лагеря, все эти организации еще сами находятся на стадии формирования, но, тем не менее, страны Содружества оказались уже почти что даже проведение саммитов в последнее время. Саммиты уже давно стали, скорее, таким виртуальным мероприятием, но и даже эти саммиты уже, в общем-то, не проводились. Основная проблема СНГ была, конечно, в том, что у его членов были разные векторы движения и разные интересы. В самом деле, что общего есть интересов между, например, Арменией и Молдавией или между Белоруссией и Таджикистаном? Общего, мягко говоря, мало. Россия же, конечно, по объективным причинам была не в состоянии цементировать все страны СНГ, потому что могла предложить, в общем-то, только более-менее низкие цены на энергоресурсы. Но это не всем из них было нужно. То, что страны СНГ не в состоянии выработать общую линию поведения, стало ясно еще во время пятидневной войны между Россией и Грузией 2008 года. И вот новый кризис, который был спровоцирован, конечно, неподуманными авантюрой Евросоюза, так называемому ассоциированному членству, который стремился просто оторвать от России и вывести из-под ее сферы влияния, по меньшей мере, Украину, Молдавию и Армению. Получилось не оторвать, а в случае Украины порвать на части просто. Ответ России оказался жестким и для большинства экспертов и политиков неожиданным. Расправ Киевский Майдан, за что, конечно, надо выразить благодарность посольству России в Киеву и печально памятному многим бывшему министру Зурабову, Москва нанесла ответный удар в Крыму. И операция в Крыму была проведена безукоризненно точно, хирургически точно, с референдумом и с воссоединением Крыма с Россией. Мы также триумфально проспавшие Крым западные политики не могли успокоиться, уняться и остановиться, и развернули сначала совершенно невыгодную Евросоюзу кампанию с санкциями против России, а затем, не блещущую стратегией и дальновидностью новую киевскую власть, подтолкнули к введению блокады Приднестровья, которая, понятно, является де-факто российским анклавом и российской военной базой, зажатой между Украиной и Молдавией. И вот тогда полыхнуло на Донбассе и на Луганщине, которые в своей истории были всегда ориентированы на Россию. В общем, такова логика противостояния. Когда ни один из противников не может остановиться, реализуется принцип око за око. Положение ЕС казалось незавидным. Ведя крайне не хотя из подачи и под давлением стороны Америки и их верных союзников санкций против России, Евросоюз, еще не выплывший из собственного кризиса, несет совершенно явные экономические потери. И к этим проблемам присоединяются явные имиджевые потери. Чего стоит международная организация, в данном случае Евросоюз, верные адепты которой, сначала Грузия, потом Украина, проигрывают по всем направлениям и теряют свои территории. В этой ситуации у ЕС оказались две альтернативы. Либо продолжать противостояние с Москвой, надеясь на то, что персональные санкции повлияют на окружение российского президента и на российскую власть,
но и рискует тем самым вызвать новые, непредсказуемые для Запада шаги Москвы. Либо пытаться найти почву для диалога с Москвой, что сейчас, конечно, безусловно, после того, что случилось за последние месяцы, очень трудно. И, как кажется, полный выбор в пользу той или иной стратегии еще не сделан до конца. И отдельные довольно хаотичные шаги предпринимаются по обоим из этих направлений. Традиционным полем для противостояния между Россией и Западом за последние десятилетия стала Грузия. Сейчас ситуация в Грузии не кажется однозначно стабильной, хотя прогнозы о возможности триумфального возвращения к власти единого национального движения Саакашвили, мягко говоря, кажутся далекими от реальности. По всем данным и выборах, и опросов, рейтинг ЕНД и Саакашвили, в нем даже меньше, чем у ЕНД, приближается где-то к 20-25%. Это максимум, которого они могут добиться. Тем не менее, надо учитывать то, что правящая в Грузии партия очень разнородна. Между ее лидерами нет однозначных харизматиков, лидеров таких вот настоящих. То, что неизбежны проблемы в сфере экономики, то, что неизбежно рано или поздно нарастающее разочарование общества в грузинской мечте. Поэтому в будущем вполне возможен распад грузинской мечты и переформатирование правящей элиты Грузии. Другой вызов для режима, установившегося в Грузии, это возможное усиление в Грузии радикальных националистов и клерикалов, так их назовем, что также придает ситуации некоторую неопределенность. Проводимая Москвой политика по отношению к Тбилиси серьезных возражений не вызывает. Россия идет на диалог с новой властью, сделала ряд серьезных шагов навстречу Тбилиси и обществу Грузии, не ставя при этом, что очень важно, под сомнение сделанный выбор в пользу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Я уверен, что любые опасения, что этот выбор может быть кем-то поставлен под сомнение, под собой никаких оснований не имеют. Это исключено. Надо, конечно, учитывать, что как нежелание Москвы идти на диалог с Тбилиси, так и слишком серьезные шаги навстречу Тбилиси одинаково облегчат для Грузии путь в НАТО. А идея вступления в альянс, конечно, сохраняет свою актуальность в Грузии. Дело в том, что идеальный диалог, неизбежные компромиссы, конечно, Москва помогает Тбилиси интегрироваться в НАТО. Но если она отказывается от диалога, тоже позиция кажется неkonструктивной, обусловленная не невозможностью сесть за переговорный стол Саакашвили и не национальными интересами России, а только такими какими-то фобиями антигрузинскими и нежеланием смириться с независимостью маленькой Грузии. И, конечно, такая политика непродуманная, она может легко подтолкнуть Запад для приема Грузии в свои структуры, в данном случае блок НАТО. В целом ситуацию в Грузии сейчас определяют не, если отличить, конечно, от внешнего фактора, решающего здесь, не сильные, экстравагантные, харизматики лидеры, а сформировавшаяся в общих чертах элита Грузии. Важной особенностью мышления грузинской элиты является довольно странное сочетание западной ориентации и внешней приверженности стандартам Европы с достаточно дремучим национализмом, усложненной глубокой, нарочатой и искренней религиозностью. Довольно много тенденций, меняющих друг друга в жизни Грузии, в политике Грузии на протяжении последних десятилетий, обусловлено именно этим противоречивым сочетанием двух сложно сочетающихся факторов. Конечно, нет никаких оснований думать о возможности изменения внешнеполитического вектора Грузии, элиты Грузии. Пришедшее к власти руководство Грузии следует устоявшимся курсом, рассчитывая на привилегированное партнерство с США и Евросоюзом и надеясь рано или поздно вступить по меньшей мере в структуру НАТО и вернуть Абхазию и Южную Осетию. Внешняя Грузии не стала иной, она стала просто более прагматичной и реалистичной, избавившись от лишней театральности и истеричности. И, конечно, иметь дело с такой Грузией для России и для Абхазии также гораздо сложнее. Здесь необходима конструктивная и выверенная политика. В то же время надо признать, что в Грузии в обществе нарастает некоторое разочарование в западных ценностях и в либеральном таком курсе. Эти настроения успешно разыгрываются в Грузинской православной церкви, ставшей сейчас одной из ведущих сил в Грузии. И не исключено, что в будущем линия раскола в обществе Грузии будет проходить не между ультралибералами Саакашвили и либералами грузинской мечты, а между силами прозападной ориентации и ультранационалистами. То есть на первое место снова может выйти, так же как было при Гамзапурте, фактор национализма в его довольно агрессивной, дремучей форме. Положение национальных меньшинств в Грузии различно. Отличается также отношение к некатолическим меньшинствам.
По отношению к армянам выбрана политика медленного вытеснения и самоорганизации, и ограничения их возможностей к самоорганизации, можно назвать это вынужденной интеграцией, то азербайджанцы, по причинам, связанным с внешней политикой, пользуются режимом наибольшего благоприятствования в Грузии. Тем не менее, если в Грузии возможны в будущем проблемы, связанные с распадом Грузии на части в дальнейшем и дезинтеграцией Грузии, то это может быть связано только с армянским или азербайджанскими меньшинствами. Но случиться это может только в случае кардинального ухудшения отношений с Грузией, с Арменией или с Азербайджаном. Условий для этого пока не видно, но в том случае, если в какой-то момент, например, Тбилиси сделает ставку на силовое решение проблемы, Баку делает ставку на силовое решение проблемы Нагорного Карабаха, такой сценарий тоже нельзя исключать. Что же касается кадровых меньшинств, я имею в виду в данном случае Мигрелов, Сванов и Лазов, то за истекшие столетия они прошли длительный путь грузинизации, и хотя отдельные противоречия имели и имеют место, но грузинизация зашла уже довольно далеко. Для того, чтобы эти противоречия стали реально конфликтогенными, необходимо длительное, планомерное, дорогостоящее, серьезное внешнее воздействие. А его пока, конечно, не наблюдается. Вот. Конфликт на территории бывшей Грузии находится в менее запутанном, бывшей Грузинской ССР находится в менее запутанном состоянии и безнадежном, чем Нагорно-Карабахский конфликт. Это связано как с наличием здесь все-таки регулярно функционирующей переговорной площадки, Женевский процесс, так с участием в этом процессе всех сторон конфликта. То есть соответствием структуры переговорного формата в структуре самих конфликтов. Я напомню, что если брать конфликт Нагорно-Карабахский, то Нагорно-Карабах не является стороной переговорного процесса нигде. То есть здесь все участники этого тройного конфликта, ну и в данном случае я имею в виду Грузия, Россия, Абхазия, Южная Осетия, представлены за столом переговоров. Кроме того, на территории бывшей Грузинской ССР при известном ожесточении прошедших военных конфликтов все-таки не было своих Сумгаита или Хаджалы. Не было за последние десятилетия своего дела Сафарова. Поэтому контакты между обществами, социумами при понятной усложненности взаимодействия все же сохраняются. Но фактором усложняющим ситуацию с данными конфликтами, имею в виду Абхазский и Южно-Осетинский, это больше включенность, чем Нагорно-Карабахский конфликт мировых игроков. В интересах Запада сейчас, после смены власти в Грузии, усиление давления на Тбилиси с целью полного снятия имеющих сейчас место с его стороны препятствует так называемому открытию Абхазии и Южной Осетии для внешнего мира. Но, в общем, это была ошибка, и ошибка именно Евросоюза, в первую очередь. Промедление в этом вопросе казалось непродуктивным для интересов Запада, так оно способствовало ужесточению позиций и Москвы, и Сухума, и Цхинвала. При этом искусственное закрытие Абхазии и Южной Осетии не является продуктивным, конечно, ни для кого из нас, а в Южной Осетии это происходит в настоящее время, потому что Абхазия является все-таки довольно открытым социумом, а Южной Осетии уже нет. Потому что такое закрытие, оно приведет к превращению республик, в данном случае Абхазии и Южной Осетии, в большие военные базы, а это не соответствует ничьим интересам. Имевшие место попытки открытия Абхазии и Южной Осетии, которые называются вовлечением на Западе, были с самого начала ущербны, так как ограничивались только диалогом с так называемым гражданским обществом, с НПО-сектором. А это довольно узкая, обособленная, особенно в Южной Осетии, прослойка. То есть спектр диалога искусственно сужался, он замыкался на них тех же персоналиях, не представляющих весь местный социум. Общественные структуры бывших автономий Грузинской ССР в настоящий момент устраивает сохранение статус-кво. Хотя роль России в Абхазии и Южной Осетии, уровень самостоятельности и профессиональности руководства, соответственно, Абхазии и Южной Осетии сильно отличается. Сейчас в южно-осетинском социуме нет доверия к местной республиканской власти в целом. Нет доверия к местным партиям, политическим партиям. Нет доверия к политикам конкретным в целом. Нет доверия к системе выборов. Но это было связано с неудачно прошедшими последними президентскими выборами в Южной Осетии. Все это способствует потере населения Южной Осетии веры в завтрашний день и идущему сейчас тенденции к массовому выезду населения Южной Осетии за ее пределы. Пока что еще сохраняется традиционная маятниковая миграция между Цхинвалом и Владикавказом, но, тем не менее, тенденция негативная. Следствием этого может стать кадровый голод, невозможность освоить без помощи трудовых мигрантов из регионов России, приходящие из России средства
продолжение расхищения этих средств, неизбежные конфликты трудовых мигрантов, они уже происходят из России с местным населением Южной Осетии. И в итоге, к сожалению, если такая тенденция не будет остановлена, на что я надеюсь, можно будет говорить о провале российского проекта под названием Южная Осетия. Пока что, слава богу, таких угроз для Абхазии я не вижу. К негативным последствиям для стабильности в регионе и к безопасности могла привести реанимация планов по вступлению Грузии в НАТО, даже без решения проблемы Абхазии и Южной Осетии, при временном моратории на действие статьи 5 Устава НАТО. Такой сценарий обсуждался много раз. Тот же самый сценарий неприемлемый ни для Москвы, ни для Цуркума, ни для Цхинвала, это, безусловно, вызвало бы необходимость прибегнуть к каким-то нестандартным ответным мерам. И, конечно, такими действиями он был бы однозначно опасный и негативный для всех сторон. Поэтому, конечно, стоило бы максимально отложить все спекуляции на тему возможного приема Грузии в НАТО. Сейчас такие вот разговоры на эту тему немножко приутихли, но это может быть некий ход в сфере тактики. И в преддверии саммита НАТО в сентябре 2014 года ситуация здесь может измениться. То есть к этому надо быть тоже готовым, и, вероятно, всем нам надо выработать сценарий, алгоритм возможных ответных действий. Конечно, Южная Осетия, только что впервые в своей истории получившая независимость, пусть и полупризнанную, должна стремиться ее сберечь и укрепить. Также очевидно, что включение Южной Осетии в состав Российской Федерации, непонятно на каких правах, как сегодня совершенно не в интересах самой России, потому что будет снова расценено так называемым международным сообществом как прямая аннексия, по аналогии с аннексией Кувейта и Ирака, например. Поэтому вполне понятно, что любые разговоры о включении Южной Осетии в состав России сейчас не просто бессмысленны, но и совершенно вредны для интересов России, так как создают у наших партнеров совершенно безосновательные сомнения и подозрения. Уже не говоря о том, что подобная демагогия делает более чем сложным дальнейшее признание в мире независимости Южной Осетии, ну и Абхазии тоже как следствие. То есть здесь получается, что эти действия, демагогия в отношении к Южной Осетии, она влияет и на положение самой Абхазии здесь. Кстати говоря, не менее вредны для интересов Южной Осетии и авантюристичны, циркулируемые иногда в кругах, около журналистских кругах, разговоры о возможности восстановления Великой Осетии путем присоединения к Южной Осетии сегодняшней с всей территории Грузии, которые якобы исконно осетинские земли. Да? Можно допустить, что грозные обвинители сами не в состоянии вести диалог с кем-либо, к тому же, зная их профессиональный уровень, их никто не позывал бы на такой диалог. Отсутствие рационального целеполагания и отсутствие сформулированного задач политики стали главными причинами полного очевидного провала работы МИДа Южной Осетии. О создании концепции внешней политики Южной Осетии никто там не думает. Кроме того, это касается не только МИДа Южной Осетии, там отсутствует какая-то государственная информационная политика. Оказался неиспользованным такой подарок судьбы, в кавычках, как заявление уходящего соблюдателя женских дискуссий от ОБСЕ Филиппа Лефора, который, безусловно, является опытным и разумным дипломатом, о независимости Южной Осетии как реальность, которую надо признать. Такие слова, в общем, оказались незамечены, не использованы никак совершенно. Вместо планомерной и небезнадежной работы по убеждению в верности этих слов других чиновников ЕС, Совета Европы, ОБСЕ и так далее, со стороны МИДа Южной Осетии мы увидели только бессмысленное обращение с просьбой о признании Южной Осетии к Италии и к Сан-Марино, а также широко рекламированное и, опять же, совершенно бессмысленное подписание ни к чему не обязывающего соглашения между Цхинвалом и маленькой коммуной города Лумазей на острове Сардиния. Ну, это, конечно, большой успех, видимо. В этой связи не могу не отметить, что гораздо более профессионально работает МИД Абхазии, который не занимается показным торжеством, не пытается вернуть исконно абхазские территории, например, город Кутаис, и отходит из реалий и возможностей. Конечно, тень памятного всем Киевского Майдана долго будет определять не только наши оценки, но и развитие процессов на всем пространстве бывшего СССР. Понятно, что случившийся у вас недавно кризис в конце мая, начале июня мог случиться еще осенью 2013 года, но и тогда никто не смог бы сравнивать его с Майданом. Тогда еще Майдана не было в Киеве. Могло случиться и зимой 13-14 годов, но абхазская оппозиция, очевидно, вполне сознательно взяла тайм-аут на время Олимпиады в Сочи. Случилось то, что случилось, и на поверхностный взгляд, который часто встречается в наших средствах массовой информации, сходство с Киевом здесь налицо.
Это сходство может ввести в заблуждение некоторых наших конспирологов, которые привыкли бороться либо с цветными революциями, либо разжигать их. Кто-то подумает еще, что за Киевом, Сухумом последуют Майданы в Ереване и в Баку, или где-то еще. Но сходство это кажущееся. Для начала отметим, что в Абхазии, в отличие от Майдана и цветных революций, полностью отсутствовало внешнее воздействие. Протестующим никто не раздавал пирожки, как Витория Нуланд в Киеве. Оппозиционную элиту не выращивали ни в Брюсселе, ни в Москве. В свое время сложился миф такой вот в российских СМИ о национализме абхазской оппозиции. Сейчас некоторые эксперты, опять же в России, создают новый миф, считая бывшего президента Анкваба политиком, желавшим для своей страны реальной независимости. И якобы выступавшим против открытия железнодорожного сообщения через Абхазию с целью поддержать Турцию и Азербайджан. То есть, что Анкваб был ориентирован на Турцию и на Азербайджан. Такие вещи пишутся, могу ссылаться на сайт Рекнум, там целая статья, посвященная этой тематике. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Для любых сил, способных прийти к власти в Абхазии, есть только один приоритет в сфере внешней политики – это Россия, и только один приоритет внутри самой Абхазии – это реальная независимость. Нежелание абхазской политической элиты открывать железнодорожное сообщение через территорию Абхазии обусловлено двумя факторами, совершенно понятными. Во-первых, понимание проблематичности открытия железнодорожного сообщения в связи с вопросом о статусе Абхазии и статусе объектов на территории, кто будет дорогу контролировать, где будет находиться таможня, как будет проходить контроль на границе. И, во-вторых, это нежелание Абхазии хоть в чем-то зависеть от бывшей метрополии Грузии. Это тоже вполне понятно. Стремление свести к минимуму контакты и зависимость от нее. Конечно, понятно, что об интересах Армении, Турции или Азербайджана Абхазии никто не думает и думать не должен. Я думаю, что новая власть, кто бы ни стал президентом Абхазии, будет относиться к этому вопросу совершенно так же. Я думаю, что ждать в ближайшем будущем открытия железнодорожного сообщения через Абхазию, как бы это ни хотелось кому-то в Армении, не приходится. В этом вопросе слишком много заинтересованных и незаинтересованных сторон, слишком много подводных камней и нерешенных проблем. Скорее всего, это будет возможно только после признания Тбилиси независимости Абхазии, но всем понятно, что это вопрос не ближайшей перспективы. В целом, если брать ситуацию на Южном Кавказе сейчас, после крымско-украинского кризиса, ситуация с мирным решением конфликтов в Южном Кавказе оказалась отброшена далеко назад. По сути, сейчас многое придется начинать, если не с нуля, то практически с нуля. В целом ситуация на пространстве бывшего СССР после кризиса, случившегося весной этого года, фундаментально разбалансирована. Прежние ставки забыты, во многом игра начинается заново. В этой связи, конечно, стоило бы максимально всем заинтересованным сторонам прекратить игры с нулевой суммой, отказаться от практики формирования сфер влияния, типа ассоциированного членства и так далее, максимально учитывать интересы как друг друга, так и населения, проживающего в зоне конфликтов, и действовать под четким определенным планом и правилам, в соответствии с очевидными реалиями и с понятной логикой. Спасибо. Вот за последние 5 лет, прошедших почти 6, да, после признания независимости Абхазии со стороны России, был очень один полезный контакт с представителями правительства Российской Федерации. В августе 2010 года сюда приезжал Игорь Иванович Шувалов. И речь тогда, помимо решения текущих проблем российско-абхазских отношений, шла о том, чтобы создать рабочую группу, которая подготовила бы к подписанию пакет документов между Абхазией и Россией, которые бы регулировали торгово-экономические отношения между нашими странами по образцу и подобию тех отношений, которые существуют между странами Таможенного союза. Это по понятным причинам создало бы такую ситуацию, когда единственным препятствием для присоединения Абхазии к интеграционным структурам в рамках Таможенного союза и единого экономического пространства было бы непризнание со стороны Казахстана и Беларуси и других потенциальных членов. Но договорно-правовая база для такого присоединения была бы уже создана. Знаете, к сожалению, вот эта мысль, она умерла. Хотя это, я считаю, было бы очень правильно. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему «Анализ
внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия в контексте перспективы интеграции в евразийское экономическое пространство. Но прежде чем перейти к современным реалиям, хотелось бы сделать некоторое историческое отступление. Вот наши коллеги из России. Вот, как известно, в новейшей истории на долю нашей небольшой страны выпало немало испытаний, оказавших существенное негативное влияние на экономические процессы. Наибольшим ударом по экономике после окончания войны стало принятие так называемого решения о мерах по урегулированию конфликта в Абхазии от января 1996 года, которое по сути содержало ряд деструктивных мер, приведших к экономической изоляции со стороны стран-подписантов. Именно в условиях экономической блокады зарождалась внешнеэкономическая деятельность Абхазии. В тот период в приоритете государственной экономической политики стояла одна задача – обеспечение населения продуктами первой необходимости. Так как ближайшие соседи входили в число стран-подписантов, основная часть внешнеторговых операций того периода приходилась на Турцию и другие страны дальнего зарубежья. Так, к примеру, в структуре импорта Абхазии за 1996 год на долю Турции приходилось 64%, а на Россию всего 16%, тогда как сегодня на долю России приходится более 60% товарооборота и более 80% всего экспорта Абхазии. Но, переходя к анализу внешнеэкономической деятельности, я хотел бы остановиться на двух направлениях, наиболее ярко иллюстрирующих сложившиеся тенденции и текущее состояние, а именно на внешнеторговом обороте и платежном балансе республики. Если рассмотреть динамику внешнеторгового оборота за последние 7 лет, то мы видим, что увеличение номинального объема составило практически 400%. Экспорт увеличился в 5,4 раза, импорт в 3,7 раза. И, к сожалению, увеличилось и отрицательное сальдо с 3,6 до 12,5 миллиардов. Примечательно, что в динамике товарооборота получили отражение наиболее значительные этапы отношений между Россией и Абхазией за последние годы. А так мы видим, что в 2008 году наблюдается резкое увеличение товарооборота на 2,4 миллиарда по сравнению с предыдущим годом. На мой взгляд, такое влияние оказали сразу два фактора. Во-первых, в марте 2008 года Министерство иностранных дел Российской Федерации направила исполнительному комитету СНГ официальную ноту, в которой сообщалось, что Россия в силу изменившихся обстоятельств не считает себя более связанными положениями решения Совета глав государств, вот упомянутого решения о мерах по урегулированию конфликта Абхазии. Во-вторых, в августе того же года Россия признает независимость Абхазии. Следующий скачок с 2009 по 2011, который в целом составил более 7 миллиардов, также связан с взаимоотношениями с Россией. Это в первую очередь начало реализации комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии и увеличивающиеся объемы экспорта строительных материалов для нужд Олимпиады в Сочи и других экспортных позиций. Ну, в целом, для понимания перспектив развития товарооборота предлагаю рассмотреть структуру экспорта и импорта в динамике. 1999 год я выбрал как отчетную дату, не просто так, потому что 1999 год тот редкий год, где у нас сложилось положительное сальдо торгового баланса. К сожалению, после уже вы видели динамику. Ну, то, о чем я говорил выше, это все прослеживается в экспортных позициях. Мы видим, что на ранних этапах развития внешнеэкономических связей Абхазия экспортировала в основном товары, которые можно отнести к сырью. Да? Если мы уже спустимся на 2013 год, мы видим, что 54% приходится на вино, да, это винодельческая продукция. Если в 1999 году 3% от экспорта приходилось на рыбу, то уже сегодня 5% это рыба и рыбопродукты. Рыбопродукты это уже переработанная рыба и там. Вот. Значит, что мы видим, какие тенденции? Все-таки уже в экспортных позициях превалируют товары с более высокой добавленной стоимостью. Это положительная динамика, на мой взгляд. С 2011 года
стало совершенно очевидным и необратимым смещение политических и экономических центров с запада на восток. Принятие своевременного решения о создании Евразийского союза – это ответ на складывающиеся в мире современные реалии. В Республике Абхазия важно не оказаться на обочине происходящих вокруг нас событий. С точки зрения национальной безопасности, а именно укрепление гарантий независимости Республики Абхазия, гарантии неприкосновенности национальных компаний, таких как Ингургес, Абхазская железная дорога, национальный аэропорт, Ачимчирский порт, то есть гарантии национальных интересов Абхазии в вопросах энергетических и транспортно-коммуникационных. Нам важно активно участвовать во всех процессах евразийской интеграции как равноправного независимого государства. Современный опыт иностранных государств показывает, что защищать национальные интересы в одиночку в сегодняшнем мире невозможно. Перечислять причинно-следственные факторы процессов глобальной международной политики не буду. Здесь выступавшие об этом подробно сказали. Нам же в ближайшее время первым же шагом необходима активизация всевозможных контактов с Республикой Беларусь и Казахстаном с целью признания нашей независимости, что обеспечит полноценное наше участие в интеграционных процессах. Перспективы признания есть, надо просто работать в этом направлении. Также жизненно важно для нашей независимости путем участия в интеграционных процессах быть ближе и наладить полноценное общение и сотрудничество с братскими народами Северного Кавказа. Выгоды от участия, например, в таможенном союзе очевидны. Открытие рынка сбыта для абхазских производителей позволит нам решить в первую очередь вопрос сохранения абхазского села как очага нашей культуры, сохранения абхазского языка, сохранения нашей национальной идентичности путем активизации в них экономической деятельности. Приход в села финансов, кредитов, лизинговых услуг, то есть техники и технологий современной сельхозпереработки под открытие рынков сбыта России, Беларуси и Казахстана позволит сохранить и укрепить нашу абхазскую культуру, язык и государственность. Общий рынок даст мощный толчок в развитии всех отраслей нашей экономики. Это энергетика, строительство, финансовый рынок, включая страхование и лизинг. Наша страна сможет получить доступ к финансовым долгосрочным ресурсам, крайне недостающим в данный момент, а также обеспечить приток потребителей в лице туристов из этих стран. В качестве примера приведу одну цифру. Российские туристы, по данным Всемирной туристской организации, по тратам в 2012 году вошли в первую пятерку мира. И их расходы достигли 43 миллиардов долларов. Китайцы, в качестве примера, потратили 103 миллиарда долларов и занимают второй год подряд первое место в мире. Кстати, по прогнозу, прогноз по росту туризма в мире, данные Еврокомиссии в 2005 году о том, что миллиард путешествий будет достигнут лишь к 2020 году и за счет европейцев, оказался ошибочным. Миллиард достигли в 2012 году, на 8 лет раньше, и за счет восточных стран, Китай, Россия, Индия, и в первую очередь за счет роста их экономики, дохода населения. В Республике Абхазия для устойчивого развития, обеспечения национальной безопасности, включая демографическую, жизненно необходимо утроить экономику в ближайшие 5 лет. Также добиться увеличения доходов населения, включая бюджетников, тоже в 3 раза. Поднять доходы в 3 раза задача крайне важная, так как это позволит обеспечить необходимый уровень расходов граждан, открывающий доступ к долгосрочным потребительским кредитам, включая на приобретение жилья. Задачи выполнимы при условии проведения всеобъемлющих государственных реформ, что должно повысить
конкурентоспособность Абхазии в мире, поднимет ее авторитет и доверие к нам и позволит успешно участвовать в Евразийском союзе равноправных независимых государств. Правила и стандарты успешной работы в современном мире изучены учеными и одинаковы для всех. Их поэтапно надо вводить, и у нас в стране строго им придерживаться. Это даст возможность ставить и решать большие задачи национального масштаба, обеспечить народу гарантированное, стабильное, устойчивое развитие. Реформа госуправления, внедрение национальной системы учета, продвижение электронных услуг, расширение упорядочения финансового рынка, внедрение передовых технологий в вопросах правопорядка, модернизация образования и многое другое позволит Абхазии совершить прорыв в экономике. Экономия на энергозатратах, а Абхазию не надо отапливать по 5-6 месяцев в году, и в связи с ее географическим расположением близость дружественного российского рынка сбыта, льгота, которая позволит нам работать и создавать добавочную стоимость и зарабатывать деньги для страны и народа. В современном мире, чтобы привлечь финансы в страну, быть умным, грамотным и образованным уже недостаточно. Надо быть лучшим среди конкурентов. А государства, как мы знаем, тоже конкурируют между собой за инвестиции. Главной нашей целью должно стать самодостаточность нашей экономики, возможность зарабатывать самим, иметь в бюджете страны как минимум 20 миллиардов рублей в ближайшей перспективе, что позволит нам обеспечить необходимый уровень трат на обеспечение национальной безопасности, включая оборону, вопросы миграции и развития страны, включая вопросы демографии и роста населения. Еще один пример. Если в Адлерскую долину смогли привлечь 20 миллиардов долларов частных инвестиций, то и нам при условии проведения реформ абсолютно по силам привлечь в Абхазию до 5 миллиардов долларов инвестиций в ближайшие 5 лет. В конце приведу еще один пример. По данным официального издания правительства Республики Абхазия за 2013 год государственными и коммерческими организациями было обналичено 22 миллиарда рублей. Это говорит о том, что деньги в стране есть, но не для всех. Поэтому всеобъемлющие реформы необходимы для того, чтобы развернуть систему власти к народу и на пользу всем, так и обеспечить путем изменений системы управления государством успешное участие в евразийском интеграционном процессе крепкого, независимого абхазского государства. Спасибо за внимание. Мы обсуждаем сегодня тему, которая является одной из самых актуальных сегодняшней повестки нашей внутриполитической. И, конечно, она имеет импликации на сферу внешней политики. Я думаю, что можно согласиться с выводами, прозвучавшими в докладах, о том, что существует безусловная потребность в дополнительных усилиях по развитию, укреплению российско-абхазских отношений. Эти вопросы, безусловно, должны обсуждаться в обществе, безусловно, должны стать предметом широкой общественной дискуссии. Думаю, что задача экспертов предлагать варианты, которые могли бы стать основой для такого рода дискуссий. Вот сегодня мы говорили о том, что какие есть формы возможны подобного сближения с Россией, и мы видим, что все-таки мы пока не, как вам сказать, мы пока не смогли достичь наиболее четкой и понятной всем концептуализации этого нового формата взаимоотношений. Но вот я хотел бы отметить, что можно согласиться с тезисом о том, что с тезисом об упадке многовекторности в современном мире, в формирующейся полицентричной системе мироустройства. Абхазия, безусловно, отрицает любой навязанный геополитический выбор.
вообще навязывание геополитического выбора в современных условиях совершенно контрпродуктивно и бесполезно. Невозможно разрываться между различными центрами силы. Выбор Абхазии в пользу интеграции с Российской Федерацией и сотрудничества с Российской Федерацией абсолютно не оспаривается. Это, как было правильно подчеркнуто, ключевое направление внешней политики Абхазии. И в формирующейся концепции внешней политики Абхазии, которая, надеемся, в ближайшее время будет представлена на рассмотрение общественности нашей, конечно, эти вопросы будут фигурировать на первом уровне. Вот если все-таки возвращаться к вопросу переконцептуализации наших взаимоотношений с Российской Федерацией, вот в какой форме это должно происходить? Недавно в обществе была дискуссия весьма политизированная, я бы сказал, острая, относительно концепции ассоциированных отношений, как формы межгосударственного взаимодействия России и Абхазии. Тогда все политические силы Абхазии, парламент, МИД высказались в том смысле, что идея ассоциированных отношений не соответствует текущему моменту, не является актуальной для современного развития отношений России и Абхазии. Здесь, мне кажется, основная проблема состоит в том, что в Абхазии очень чувствительно стоит вопрос сохранения суверенитета, политической независимости. И любые такие, знаете, размытые предложения концептуальные, как в частности ассоциированные отношения, они могут вызывать различные кривотолки, различные неправильные, может быть, восприятия в обществе. Поэтому эти темы очень чувствительные. И с моей точки зрения, для того, чтобы вести разговор о выработке новых моделей взаимоотношений с Российской Федерацией, очень важна четкая концептуализация и четкие дефиниции. Вот что мы хотим, понятно, мы все заинтересованы в интеграции Абхазии в пространство Евразийского экономического союза. Мы заинтересованы в том, чтобы Абхазия получила доступ к ресурсам, которые предоставляются посредством такой интеграции, ресурсы модернизации, в частности, инвестиционные ресурсы, создание возможностей для развития предпринимательской деятельности, также формирование зоны свободной торговли и так далее. Но в какой форме это должно осуществляться? Есть несколько путей. В частности, речь может идти о совершенствовании существующей формы стратегического партнерства России и Абхазии. Она может быть совершенствована через принятие соответствующих секторальных соглашений, новых секторальных соглашений, которые развивали бы те направления сотрудничества, которые для нас являются приоритетными и для Российской Федерации в том числе. Возможно, надо поменять название того формата отношений, которые сегодня с Россией существуют. Вот, скажем, учитывая, что есть препятствия серьезные к политической интеграции в евразийское пространство, ввиду того, что Абхазия не признана Белоруссией, Казахстаном, есть препятствия другого характера. Это препятствия, связанные с неготовностью Абхазии в настоящее время к активному вовлечению в процесс евразийской интеграции. Для этого нужно создание соответствующей национальной среды. Для этого нужна прочная гарантия прав собственности в Абхазии. Мы только недавно приступили к решению вопроса, связанному с защитой прав русскоязычного населения. Процесс идет медленно. Это тоже показатель того, насколько мы готовы или не готовы к интеграции. Это также вопросы, связанные с принятием ряда важных соглашений, которые все еще остаются подвешенными в таком подвешенном состоянии. Например, соглашение о двойном гражданстве, которое вызывает тоже дискуссии в нашем обществе, но оно совершенно необходимо для того, чтобы говорить о новом этапе укрепления взаимодействия с Российской Федерацией. Кстати, предпосылки, я бы сказал, существуют некоторые предпосылки для того, чтобы двигаться вперед. Вот если говорить о зоне свободной, если говорить о режиме свободной торговли,
и формирования этой зоны свободной торговли, то у нас принято соглашение, подписанное и ратифицированное о режиме торговли товарами, которое хорошим является таким первоначальным шагом к продвижению, к стандартам и к ресурсам таможенного союза. У нас в плане таможенного взаимодействия есть соглашение о взаимодействии между таможенными структурами России и Абхазии. Там речь идет о возможности формирования специализированного таможенного органа, скажем, Российской Федерации на территории Абхазии. Есть много, все-таки, есть много предпосылок, но вот эти структурные проблемы, о которых я говорю, они остаются. С ними надо очень эффективно работать. И поэтому, вот как идея, если мы сегодня говорим о невозможности политической интеграции, мы можем предложить, ну, как идея, вот Европейский Союз использует такие программы специализированные, скажем, программа «Восточное партнерство», либо там «Европейское политическое соседство», для того, чтобы вовлечь страны, находящиеся на периферии этого образования, в интеграционные процессы без перспективы там, членства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но при этом это помогает подтянуть стандарты экономические, институциональные, торговые, иные, которые необходимо совершенствовать, к задачам интеграции. Вот, скажем, если можно было бы продумать такого рода, ну, как политику евразийского соседства в отношении Абхазии. И Абхазия, мне кажется, очень эффективно могла бы принять в нем участие, это позволило бы нам выйти на необходимый, на уровень, который позволил бы нам более качественно и эффективно подключаться к процессам в рамках евразийской экономической интеграции. Я думаю, что вот экономическая интеграция всемирная связана с модернизацией Абхазии. Это то направление, которое не вызовет ни у кого совершенно возражений. Оно очень прогрессивное, очень важное, позволит нам значительно повысить и уровень жизни граждан, и сделать Абхазию привлекательной и эффективной как государство. Спасибо большое, очень интересные были доклады, мы это все фиксировалось, все будет использоваться в нашей работе. Спасибо. Я даже не назвал это анализом, а скорее всего обзор такой. Хочу напомнить всем присутствующим и нашим гостям о том, что с момента признания Абхазии Российской Федерацией в 2008 году по настоящее время количество соглашений между нами на сегодняшний день уже достигло порядка 80 соглашений, 80 договоров в различных сферах. Сферы самые разнообразные, от сотрудничества в сфере обороны, безопасности, финансово-экономическая сфера, военно-техническое сотрудничество, таможенное, транспортное, железнодорожное, авиационное, автомобильное сотрудничество в этой сфере, сотрудничество между правоохранительными органами в области связи, образования, здравоохранения, культуры, пенсионного обеспечения. Сфер достаточно много охвачено. Вот. И времени прошло тоже достаточно много для того, чтобы сегодня можно было бы посмотреть, как эти соглашения, какую жизнь проживают эти соглашения. И вот по ощущению многих экспертов с абхазской стороны, анализирующих внутреннюю ситуацию в различных сферах, и в том числе в тех, в которых у нас есть эти соглашения, то есть достаточно откровенно выражаемый, в общем, не то чтобы скепсис, но неудовлетворенность тем уровнем реализации этих соглашений, которые закладывались в момент их подписания. И, естественно, вот из того, что говорилось уже, конечно, первое, что напрашивается, это анализ этих соглашений, инвентаризация их, создание межправительственных каких-то структур двухсторонних, которые могли бы
сделать такую рабочую такую выверку того, в какой стадии находятся эти соглашения. Причем надо сказать, что есть примеры из перечисленных, есть примеры тех соглашений, которые успешно реализованы уже. Есть примеры, когда эти соглашения подписывались, ну скажем так, на перспективу, исходя из политической конъюнктуры, и это тоже понятно. Да, ну если для примера сказать значит, соглашение о воздушном сообщении, понятно, что оно развиваться в полном объеме по известным объективным причинам не может. Вот. Тем не менее, не принижая значит, заслуги и достоинства этих соглашений, я думаю, что пройден достаточный такой временной путь, где нам следовало бы, тем более вот сегодняшняя политическая повестка дня, она диктует на то, чтобы мы так, в здоровом критическом ключе посмотрели тот путь, который нами пройден. Значит, я еще хочу сказать, что есть еще более десятка соглашений с субъектами Российской Федерации, которые тоже ждут своего часа активного наполнения содержанием. Потому что вот по той информации, которая находится в открытом доступе, конечно, они пока еще далеки от того уровня, который нам бы всем хотелось. Вот. Теперь вот я хотел бы согласиться с теми мнениями, которые здесь прозвучали в контексте наших перспектив с Евразийским Союзом. Вот. С точки зрения правоведа, с точки зрения юридических проблем, конечно, во-первых, надо согласиться с тем, что Абхазия на сегодняшний день обладает весьма скромными экспортными возможностями, но я хочу сказать, что есть вполне конвертируемая валюта наша, это наша значит, культура, творческие какие-то возможности. И даже в этом, честно говоря, я вам могу пример, наука, прошу прощения, Вася, на тебя посмотрел. Да. И в этом вопросе я могу сказать, что еще есть масса возможностей, которые сегодня могли быть не реализованы. Вот буквально на одной из последних встреч со своими питерскими однокурсниками они мне сказали, вот у нас есть соглашение об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписано в 2011 году. Вот, и они говорят, а в Питере вы создали такой информационно-культурный центр? Я сказал, нет, у нас такого нету. А причем всем известно, что это второй по величине город в России, это культурная столица России, и не только России, а всемирно известный город. Вот. Такой вот простой вопрос, а ответа на него нет. Да? Почему у нас нету там информационно-культурного центра, да, который у нас там несколько сотен есть нашей диаспоры, а выходцев из Абхазии еще больше. То есть это тоже такой вот центр, который мог бы быть и источником и информации, и культуры, распространения об Абхазии. В том числе и поиска можно было бы возложить на этот центр какие-то дополнительные сферы деятельности. Вот. И еще что я хотел бы сказать вот в контексте законодательства. Вот замминистра иностранных дел отметил проблему, которая существует во внутренней жизни Абхазии в контексте российско-абхазского сотрудничества. Да. Значит, есть проблема, которая активно муссируется. Я думаю, что мы все это понимаем, но вот в данном случае мой посыл обращен к абхазской стороне. Мы понимаем, что эта тема действительно активно муссируется нашими многочисленными недоброжелателями, нашими и российскими, да, связанная с защитой имущественных прав российских граждан, как вот замминистра тоже отметил. Я думаю, что наши партнеры ждут от нас более последовательной позиции в этом вопросе, и значит, мы должны здесь еще многое сделать в этой сфере. И другой вопрос, который имеет непосредственное отношение к экономике, это защита
и поощрения инвестиций. Вот. К сожалению, мы еще не смогли продемонстрировать, что несмотря на изменяющуюся власть, у нас стабильное законодательство, стабильный политический курс и верность нашим стратегическим партнерам, в том числе и в сфере защиты прав инвесторов. К сожалению, факты нарушения прав инвесторов имеют место быть. И в этом смысле абхазской стороне тоже надо продемонстрировать, в том числе и тем, что мы укрепим законодательство и поставим его вне зависимости от изменяющейся политической элиты, то есть защита права собственности, то, что является краеугольным камнем любого современного государства. И в этом смысле я бы просто заканчивая хотел бы сказать, что абсолютно согласен с идеей, которая здесь прозвучала, о том, что мы сегодня уже даже взаимодействуя в экономических и в социальных областях с Российской Федерацией, учитывая то, что Российская Федерация сегодня свое законодательство выстраивает в рамках взаимодействия не только в таможенном, а в евразийском сотрудничестве, естественно, нам уже сегодня можно наше законодательство гармонизировать и ориентировать на современное российское законодательство. И в этом вопросе тоже, конечно, непочатый край работы. И абсолютно уверен, что по факту мы можем уже в каких-то областях иметь сотрудничество, в том числе и с Беларусью. Я с Адгуром не могу согласиться, потому что вспомнил наш визит нашего руководства в Белоруссию. Группа ездила, по-моему, правительственная группа ездила, и вполне нормально, адекватно и даже доброжелательный отзыв был. Нам просто объяснили, что да, на сегодняшний день вопрос признания не стоит, но было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество без вопросов. Это когда еще при Сергее Васильевиче Багавшеве. Это я точно помню. Я думаю, что да, и к нам белорусы приезжали, совершенно точно, парламентская делегация была, которые повторили свои, тезис своего руководителя. Спасибо.